ваших посадочных талонах. Во избежание опоздания на рейс просим вас... Мое имя Александр Сланбек-Мистулов. Я приехал с моей женой Елизавета Мистулова. Из Калифорнии приехали навестить Осетию и особенно Черноярскую станицу, где мои предки жили, и сейчас их могилы находятся. Посылки и другие упаковки. Упаковка вещей... Мы приехали увидеть могилу генерала Ильмурзы Мистулова. Но тут тоже похоронен его отец Асланбек Мистулов и мать генерала Ильмурзы. И тоже только сейчас, даже вчера, нашли новую могилу другой родственницы. Я всегда слышал казаки на лошадях, горы, ущелья. И когда мы прилетели, это что видели? Первое, что замечаешь, прилетая в Осетию, в Владикавказ, это эти прекрасные горы. Просто была красота. Ниже эти красивые деревья, которые листья все меняются, а сверху эти огромные горы. Нам говорили, что там много дикие бараны и разные животные до сих пор бегают. Когда мы летели и видели эти горы, и ведь этот снег на горах, и когда мы прилетели, то была такая красота. И вчера мы ездили в этих горах и видели реку, и я могу сказать, что очень-очень красиво, но я даже не представляла, что это будет такая красивая местность. Конечно, я родился в Америке, и у меня много друзей американцев, я ходил в американскую школу, да, нормальную школу, но у нас тоже была большая группа русских. У нас русские церкви были, моя жена и я, мы по субботам, когда все другие играли американские игры, бейсбол, и там бегали, мы ходили в русскую школу. У нас мы тоже состояли, у нас была организация русских юных разведчиков, как бойскауты, но мы по-русски говорили, русские песни пели. Всю нашу жизнь, хотя что мы родились в Америке, но мы всегда думали, что мы русские. У нас две части семьи, Мистуловы и Кулаковы. У нас с обоих сторон служили в армии. Были казаки, но из Осетии генерал Мистулов – это, наверное, наш самый лучший, самый знаменитый член семьи. Он был генералом главы Терской казачьей дивизии. Он воевал в русско-японской войне, воевал в Первой мировой войне, в Китае воевал и тоже во время гражданской войны воевал. Скончался во время гражданской войны. Я слышал, что он был последний генерал Белой армии, генерал-майор. Он получил свой генеральский чин. И просто знаем, что был герой, очень храбро боролся. У моего дедушки 3 других братья были. Он был старший брат моего дедушки. Дедушки, у него было 2 сына. Он со своей женой и с сыновьями из Осетии после революции уехал в Константинополь. Они жили в Константинополе короткий срок. Моему отцу было год, я думаю, когда они уехали из Константинополя в Белград. И жили в Белграде до конца Второй мировой войны. Папа и его брат были в кадетском корпусе. Во время Второй мировой войны в конце мой дедушка был выдан в Лиенце обратно в советскую власть, и оттуда они все пропали. Папа всю жизнь старался найти, что с ними случилось, писал письма в Красный Крест, но о них никогда ничего не узнали.
Мой отец был очень активным в Лос-Анджелесе. Он воевал во время Второй мировой войны в русской освободительной армии. Они хотели освободить Россию от советской власти, но им это не позволили на Восточный фронт пойти, и он провел большинство войны в Югославии. Он работал с пулеметом, и там защищал поезда и грузовики и так далее. Когда он в конце войны, он был военнопленным, и когда его выпустили, он поехал в Нью-Йорк и жил в Нью-Йорке какое-то время, а потом переехал на западное побережье в Лос-Анджелес. В его время в Лос-Анджелесе он был очень активным. Он был атаманом горско-казачьей станицы у нас было в Лос-Анджелесе. Он тоже был председатель общества кадетов. Он помогал, у нас дом ветеранов, русские ветераны всех разных войн. И тоже работал в «Соколе». Был актером, на сцене выступал. У нас в Лос-Анджелесе много русских, и пьесы ставили по-русски. Папа очень активный был. Мой отец хотел вернуться на родину, он хотел в Россию. Мой отец был монархистом даже до конца жизни. Я не знаю, если он хотел опять царя иметь, да, но он хотел, чтобы Россия вернулась в времена, когда... Царское, как было в царское время. Как было в царское время. Отец никогда не видел свою родину. И это, я думаю, ему очень мешало всю свою жизнь. Он занимался всю свою жизнь с День непримиримости, так, чтобы никогда не забыли, что случилось, и надеялся, что он вернется когда-то. К сожалению, он скончался там за несколько лет до того, как он мог бы вернуться. Когда я рос, когда я был маленький, у нас много разных иммигрантов было в школе, да, но очень мало русских. В моей школе в начале, в гимназии, единственный русский был, русское присуждение. Все знали, все мне называли это по-английски the Russian, да, русский. Да. Когда мне приходили друзья в дом, американцы, мои родители оба говорили по-английски, но с акцентом. Бабушка только по-русски говорила. Да. Они приходили на ужин, и вместо хамбургеров мы им котлеты или русскую еду давали. Все мои друзья знали, что мы из Осетии, они были из Сибири или из Москвы и так далее. Но с американцами я им мог бы сказать, что мы из Осетии, они на меня смотрели бы пустыми глазами, и им это ничего не значило. Близ Лос-Анджелеса в Анахайме была большая группа осетинов, которые были как-то связаны, родственники, полуродственники, но была группа. И на праздники мы с ними общались. Каждый год у нас был большой пикник, осетинский пикник. У нас в доме везде висели фотографии, картины, кинжалы. У нас даже черкески были. У нас всегда часто балы устраивали, и на балах молодежь выносила русские флаги, одеты в их формах. Я там в черкеске выходил. Всю нашу жизнь, вырастая, наши самые близкие друзья и все наши знакомые, все были русские или осетины. У нас праздники были, это мама делала, она называла вахты, и потом мама делала коровий язык,
и такой белый соус с чесноком. И это было мое самое любимое. Я поливал сверху. И это день рождения или в какой-то праздник мама это специально делала. Мы ждали сюда приехать, чтобы опять пробовать. Я родилась в Калифорнии, и так же, как мои родители, предки с России, после войны все бежали, оказались в Калифорнии, то у нас, как и у Александра, это все мы сохранили в семье и в нашей колонии, где я родилась в Сан-Франциско. И там много русских, и мы стараемся держать традиции, историю. И из-за того, что была так долго советская власть, то мы просто шли по рассказам наших родителей. Ну, это просто моя, наверное, личность, что меня это интересует. У всех у нас иммигрантов в семье. Всегда у нас обеды, столы, семья собирается, бабушки, дедушки, друзья. И с этим приходит история. То я, как я могу лично сказать о себе, то у меня с детства всегда я слышала историю наших предков и слышала историю друзей, их семьи и что они пережили. Хотел всегда увидеть терек. Для меня это одна из моих больших мечтей была, чтобы увидеть эту могучую реку, которую терские казаки. Да. А последняя часть – это видеть степь. Потому что я всегда думал, когда читал книжки, как казаки боролись на конях, там, мчались через степь с кинжалами и саблями. Я всегда интересовалась, значит, тоже почему-то казаками. У меня семья не казаческая, но всегда был интерес к этому. И вот, когда мы познакомились, и я узнала, что он казак, и увидела эти фотографии, то меня это очень заинтересовалось. И тогда, когда узнали насчет генерала Эльмурзы Мистулова, то я подумала, ой, как это было бы хорошо знать больше насчет него. Но, как Александр говорил, очень мало информации было в то время из-за интернета. Мы несколько лет тому назад думали приехать, когда нашли могилы, их переделали, и нам советовали не приехать, потому что говорили, что опасно. И брат и я решили не приехать. Мы все стареем, и уже время было приехать. И мы говорили с несколькими людьми, говорили, что сейчас неплохо ехать. И я думал, что уже просто было время приехать. Если ты не знаешь, откуда ты пришел, ты потерян. Да? Эта жизнь была трудная жизнь тут в станицах. Тут битвы, войны, голод. Да? И эти люди жили по законам, ихним законам. И большинство из них, мне кажется, героически жили. И я хочу это передать моим детям, чтобы они это тоже знали. Александр переписывался с Русланом, это уже какая-то связь была, и было очень мило, как нас приняли, и узнали, как Руслан столько труда и интерес в его предках, и это для него, я думаю, для меня это очень интересно, для него это большой подарок, я думаю. Внутри такое трогательное чувство было. Даже когда мы въехали в Черноярскую станицу, когда мы видели этот дорожный знак, въезжаем в Черноярск, у меня немножко сердце побило быстрее. И почувствовал гордость. И больше всего я почувствовал, что наконец-то я вижу, откуда мои предки.
И подъехали к кладбищу, и я видел, как могилы были переделаны на видео и на фильмах, но чтобы подойти к могиле, чтобы почувствовать этот камень, да, и посмотреть в глаза моего предка, было чувство, что я никогда не забуду. Я знаю, как это большой дар, чтобы вернуться к той земле. Мы можем читать, мы можем видеть фотографии, нам могут рассказывать, но чтобы стать на этой земле и знать, что вот здесь это мои предки здесь жили, это я знаю, что это такое чувство, многие, которые не имеют возможность, они никогда не почувствуют. Да? И я очень была рада, что он смог приехать сюда, на эту землю, свою родную, и побыть, и походить. И я знаю, что это очень большой дар. Ну, конечно, есть чем гордиться. Я не герой. Мой дядя, он был герой. Но я надеюсь, что, зная, какой он был человек, и мой отец тоже, у него были очень высокие стандарты честности, должности. И я думаю, мой отец это получил от его дяди, да, от его дяди и от его отца. И он это нам старался передать. Мой брат, он был офицер в американской армии. У него тоже очень такие высокие качества. Да. Я надеюсь, что кровь, которая течет через мое тело, это их кровь, и это, может быть, мне поможет быть лучшим человеком. Я чувствую себя очень счастливым с моими детьми. У меня они хорошие дети, работают, честные, и надеюсь, что это я передал им, и мы передали нашим детям такие качества. Сегодня утром мы встали и по улице ходили там, и я сказал, я чувствую себя дома. Мне люди, которые мимо меня ходят, мне кажутся знакомые почему-то. Мы по этой главной улице только пошли, до парка дошли, бульвар, да, посередине, очень европейский. Нам понравился. Утром город только просыпался. Собачки все выходили, да. Надеемся больше увидеть. И пойти на побережье Терека и там разгуляться. Город очень красивый, привлекательный, интересный, приятный, даже походить приятно. Ну, у нас напротив гостиницы большая надпись «Budweiser». Да, это американское пиво. Все это было очень смешно. Мы выходим из дверей, я смотрю, говорю, что это японский ресторан и американское пиво. И много чего. Когда мы ехали сегодня в Моздок сюда, мы видели мотель. Да? И а в Москве, особенно везде, ты ездишь и видишь американские слова с русскими буквами. Мне кажется, музыка, рок-н-ролл и так далее. Да, там гамбургеры, да, хот-доги и все это. Гораздо больше, чем первый раз я был в России. В 2001 году, я как раз, когда было нападение террористов, когда ударили здание, я в Петербурге там, гулял на улице, на Невском проспекте с детьми. Им надо было зайти воду выпить. Я вошел и смотрел по телевизии, и показывали снимки этой трагедии. Но было интересно, как русский народ в эти несколько дней после этого сочувствовал нам. Мы шли по улице, и нам подходили, узнавали, наверное, по одежде или как, что мы американцы, и даже нас обнимали и сочувствовали с нами. Ну, первый раз был в 2001, а потом мы вернулись с группой скаутов, русских скаутов. Было 100-летие скаутизма в России.
И мы приехали из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, и приехали в Москву, потом в Петербурге справили слет большой на Ладожском озере. Я была во время советской власти давным-давно, но мне было там 19 лет, приехала в Москву, и я на эту землю пришла и начала ходить, и все по-русски, и мне как-то чувствовала, что как я хожу в этих пушкинских рассказах. И потом я была здесь 2 раза, а уже в прошлом году мы поехали в города, там, где мои предки родились. Это часть истории, это часть семьи. И у нас это люди, которые не по своей воле уехали, а им надо было уехать. И я думаю, некоторые думали, что они вернутся, но не вернулись. Всегда говорят, что опасно, но надо иногда узнавать самому. Но мы разговаривали, узнавали и решили, что не будет опасно, и мы так хотели приехать, что это было, решили приехать. Это напоминает Калифорнию. Похоже? Похоже, да. Немножко разницы есть. Оба красивые, немножко разные. Было такое теплое чувство с приездом. Мы вчера, когда разъезжали, было красиво, там, как в Европе или в Америке, да, чувствовалось. И вчера в Владикавказе, там по улице ходили, и никакого чувства опасности не было. Когда мы вылетали, подруга моя уже даже меня спросила, она мне текст послала. Когда ты вернешься, ты не должен рассказать насчет Осетии. И мы собираемся на ее день рождения, 50-й день рождения, приехать сюда. Я думаю, интерес есть у наших друзей. И надеюсь, что больше людей смогут приехать сюда и увидеть это красивое место. И не могу сказать, что красивее. Калифорния красивая, а это вот тут тоже замечательно. И что тут у нас в Калифорнии меньше, это когда осень и листья меняются. У нас это только в маленьких районах, а тут везде и красота. Думаю, много альпинистов могут приехать, люди, которые любят ходить в поход, в природу, на лыжах кататься зимой. Да, я думаю, да, для спортсменов это будет очень интересное место. Но я тоже думаю, для людей, кто любит историю, если эти группы, которые сейчас интересуются историей, стараются возобновить места, если это успешно пройдет, больше музеев, как этот музей. Я думаю, что очень успешно и туристы больше будут приезжать. У нас во время, может быть, в марте, в апреле много воды, но потом у нас засуха. У нас сейчас жарко, очень сухие ветры. И последние 10 лет много пожаров. И такие очень большие пожары, там 1000 домов горят, много людей теряем. И у нас большая проблема в Калифорнии, у нас деревья высыхают. У нас в доме большая карта. И когда мы едем куда-нибудь, мы берем иголку и кладем в этот город. Да? Нам приезжают и говорят, ой, ты столько в местах был. А я смотрю на карту и вижу просто пустые места, где мне еще не было. Мы хотим не только вернуться сюда, но хотим поехать, как я сказал, в Екатеринбург, в Сибирь, в Монголию, в разные места. Я работаю пожарником и первую помощь. У нас в Америке это то же самое работа. Что если мы защищаем определенный район, если пожар мы едем, если у кого-нибудь сердечный припадок, то мы на это тоже едем. И мы можем лекарства давать, электрический шок давать, трубы. Я это уже почти 25 лет делаю.
и еще осталось несколько лет до отставки. Я думаю, достаточно места будет, чтобы во время отставки мы будем заняты. Нам нравятся небольшие города, нам нравится разъезжаться по природе и по маленьким селам. Это что нам больше всего нравится. Может быть, больше терека увидеть, такие вещи. Да, мы очень на короткое время приехали. И в следующий раз было бы хорошо остаться дольше и больше узнать и познакомиться. Гораздо больше американцев приезжают в Россию сейчас. Когда я был младше, никто не приезжал. И я думаю, что, и как я вам рассказывал, у нас в Америке сейчас много-много русских приезжают. И я думаю, все эти идеи, которые существовали в 50-х, 60-х годах, когда была эта холодная война, это уже меняется. Есть разницы в главах обеих стран, но я думаю, что как люди, я думаю, все гораздо ближе, чем были. Да, я думаю, американцы в это одно время, они столько не путешествовали, как сейчас есть возможность. И многие приезжают в Россию в разных частях, и они любят страну, любят людей, то они привозят это обратно и всем рассказывают. У меня образование внутренняя архитектура, дизайн, и я занимаюсь более постройкой офисов, предприятий. Все время фотографировала все, потому что стиль мне очень понравился. И я думаю, он отличается немножко от другой, России и других стран. Чувствуется, что в этой архитектуре часть осетинской культуры в этом тоже. Сейчас у нас, особенно в Америке, пошел очень очень современный стиль. И он для меня немножко холодный. Но я думаю, хорошо всегда и можно внести часть истории или часть старинной архитектуры. Вспомни, что в Америке 240 лет, наши старинные здания не такие старинные. У нас такого нету. И для нас очень интересно, потому что это новый монастырь, но построен в стиле старого монастыря. И вся поездка через это ущелье, просто за каждым поворотом красивее и красивее вид. Река, красивые горы, деревья, и за монастырем снег. Я думаю, что это такое спокойное место, и чтобы служить Богу, тут и жить, это очень приятное место, и, я думаю, чувствуешь силу Бога. Для меня тоже это такое чудное место для монастыря, и просто как полная тишина, и было бы хорошо войти, посмотреть, но, к сожалению, сейчас монастырь закрыт. Мои дети родились в Америке, они по-русски не говорят. Лизины дети говорят по-русски, но это все меняется со временем. Я думаю, глобализация имеет свои хорошие качества, но тоже нас ослабляет наш исторический человек, кто мы есть. Мир меньше и меньше становится, и все женятся и выходят замуж за разных людей. Мы теряем много нашей истории, и я думаю, очень важно, чтобы это всегда вспомнить. Да, и у нас богатая история.